Город Каннын просыпается в 5 утра. Работники встают до восхода солнца и после скромного завтрака идут на Самшель – уличную биржу труда. Сотни людей ежедневно находят временную работу в таких самшелях. Это наш самшель. Ассаламу алейкум. Ассалам алейкум. Как вы, здоровы? Все кыргызы здесь. Давайте, рассказывайте. Большинство из этих людей приехали в Каннын в качестве туристов по российскому паспорту и остались нелегально. Приехали, потому что было трудно в России. Зарплата маленькая, а здесь зарплата получше, чем в России. Поэтому люди и приезжают. Прилетели из России через Владивосток, потому что российским гражданам можно на 2-3 месяца приехать сюда. Вот так приехали на 3 месяца и остались нелегально. Если выехать, то невозможно вернуться. Остаемся, чтобы поработать, завершить дела и потом уехать. Нельзя нарушать законы, красть нельзя, драться с кем-то или буянить на улице в пьяном виде. Если поймают, конечно, отправят обратно. Рустам и его жена в миграции заработали денег и построили дом в Кыргызстане. Он не скрывает, что это вынужденная мера, а цель – заработок, с которым нужно вернуться домой. У нас кредиты, ипотека. Кто-то хочет дом купить, кто-то скот для фермы. У всех проблемы. Нет никого, кто бы приехал от хорошей жизни или на отдых. Все приехали работать и работают. Даст Бог, приедем в Кыргызстан. Желаем там ходить свободно, открыть свой бизнес. Меньше чем за час всех мужчин наняли на работу. Самшели опустили до 3-4 часов после полудня. 그런 건 없어. 요새 뭐 한국 사람이든 외국 사람이든 똑같아. 그런데 Мы отправляем на работу не только кыргызов, но и представителей других национальностей. Мы их не делим на национальности. Главное, чтобы приходили рано и делали свою работу хорошо. Каждый день получают деньги. Таких офисов в Канныне очень много. Каждый день мы находим работу для 1000 человек. 사람 일, 외국 사람 일 따로 없어. Каннын – небольшой туристический город на берегу Японского моря. В этот город многие кыргызы с российским паспортом приехали в 2018 году, когда Корея нуждалась в рабочей силе при подготовке к Олимпийским играм. В прибрежном городе много гостиниц и гостевых домов. Мигранты-мужчины задействованы в строительстве, а женщины – в уборке и обслуживании. В Корее живем в этом месте. Здесь нас 4. 3 родственников и я. Здесь мое место, а это соседки. Мы с ней живем в одной комнате. Сейчас она спит. Она идет на работу к 9, и я тоже пойду к 9. Аренда жилья в Корее дорогая, поэтому кыргызстанцы снимают комнаты совместно. 53-летняя Айымкан Кенебаева переехала в Каннын из России 3 года назад. По словам женщины, судьба разделила ее семью на 3 части. Моя семья живет в Москве. Они не смогли приехать сюда. Дважды они пытались заехать, но их не впустили. Младший сын в Америке, остальные в Москве. Соскучились. Хотя сейчас есть WhatsApp, разговариваем, но все равно скучаешь. Если выеду, вернуться не смогу. Шықсаңыз келе албай қаласыз. Жоқ, шықсақ келе албайбыз.
Аймкан Кенебаева – гражданка России. По ее словам, с начала года много граждан России переехали в Корею, но сейчас требования стали строже. Россиядан келгендер көпчүлүгү ошентип келишип атат. Многие приезжают, потому что работа там плохо идет, зарплаты сократились, а продукты подорожали. Многие по этим соображениям приезжают. Большинство приезжих – семейные пары с детьми. Ишканам жакын эле турат. Ошон үчүн велосипед менен. Работа находится недалеко, поэтому добираюсь туда на велосипеде. Спокойно доезжаю вовремя. В основном езжу на велосипеде, потому что город небольшой. Шаар кичинекей. Ошон үчүн көбүнчө эле велосипед менен жүрөмүн. В Канныне биржи труда действуют не только для мужчин. Ежедневно с 9 утра в таких офисах собираются женщины-иммигрантки. Офиске келдим. 안녕하세요. Мен сажандерим. Приехала на работу. Это мои шефы. Отвозят на работу, привозят, выдают нам зарплату. Наши шефы всегда защищают нас. Этим офисом управляет Ши Хен. Он обеспечивает работой десятки женщин из Центральной Азии. Условия работы и график обсуждается с работником устно. По законам Южной Кореи, без визы и разрешительных документов долгосрочное трудоустройство иностранцев запрещено. 사무실에 이런 사무실 한 60개 있어요. 60개. 60개 정도 있는데 실제 활동을 하는 Таких офисов в городе больше 40. Кыргызстанки очень трудолюбивы и работоспособны. Раньше здесь было больше граждан Узбекистана. В последние дни прибывает много кыргызстанцев. Но из-за того, что у них нет необходимых документов, мы не можем им дать постоянную работу. 나머지는 조금만 일을 하지 거의 일을 안 하는 편이에요. 아르케, 다나, 데카, 갈리나, 알리나. Бүгүн мен бара турган жерге жалгыз элем. Жалгыз иштейм. Сегодня я еду в место, где буду работать одна. Буду убираться в мотеле. Сколько комнат дадут, столько и уберем. Каждый день по-разному. Иногда по 5 комнат, иногда 10. Ар күнү ар кандай. Бир күн 5 комнат, бир күн 10 комнат. Айка и ее муж приехали из России в Корею в 2019 году. В их планы не входил переезд, только на заработки. Но за это время у семьи в Корее родились 2 детей. Эми андай план менен келген эмеспиз. Бул жака балалуу ушу жактан дагы төрөлүк эме деп. Когда мы приехали, у нас не было в планах рожать детей здесь. На все воля Божья. Родили. У меня не 1, а 2 ребенка, родившихся здесь. Встаю по утрам в 7:30, отвожу детей в садик, а затем сама отправляюсь на работу. Мы приехали сюда в апреле 2019 года. С тех пор мы здесь. Мои старшие дети в Кыргызстане. Соскучилась по ним. Но надо работать. Если бы в Кыргызстане были такие же условия, остались бы там. Кыргызстанда деле ушундай мүмкүнчүлүк болсо, Кыргызстанда эле жашамакпыз. Владелец офиса довозит на работу каждую. Мы приехали вместе с командой Аймкан. Сегодня она будет работать в одной из местных гостиниц.
3 женщины должны сделать уборку в 10 номерах за 5 часов. Корейские работодатели отдают предпочтение активным и аккуратным работникам. Если эти мигранты покинут Корею, вернуться обратно не смогут. Выехать за границу значит закрыть за собой дверь. Поэтому навещать родственников в Кыргызстане они не могут. Каждый день в 11 часов я звонила отцу и матери. Мне нужно было каждый день их видеть. Тогда я работала на другой работе. В тот день я позвонила отцу в 11. Оказывается, он ждал меня. Он ушел из жизни, разговаривая со мной по WhatsApp. Отцу я много стихов посвятила. Сейчас и матери посвящаю. Мама, слава Богу, хорошо живет. Иногда мне говорят: вы написали точно то, что у меня в сердце. Я тоже не смогла поехать на похороны отца, не смогла поехать на похороны матери. А еще говорят, что плакали. Им полегчало немного. Апам өткөндө бара албай калганмын, бир тууганым өткөндө бара албай калдым эле деп айтышат да. Анан мен ыйлап кичине бугум чыгарып алдым деп айтышат көбүнчөчү. В свободное время Айымкан Кенебаева пишет стихи. В них она вкладывает любовь и тоску по родине, желание вернуться домой. Корей тилин окубастан өз тилиндей билген бар. Кореяда жылдар бою эмгектенип жүргөн бар. Отургучун илип алып, чеснок тигип жүргөн бар. Таң атпастан самушелден ишин таап жүргөн бар. Башын ийип саламдашып, тартип менен жүргөн бар. Пали пали деген сөздү жаман көрүп жүргөн бар. Кыска сөзүм менин айтар, кыргызыма амандык. Менен тигер Аллахтан кайтар, жетпес экен жамандык. Эмгектенген ар бир жаран Кореянын жеринде, жакшылыкка буйрук тапкан аман баргын элиңе.